Надев предохранительный пояс, электромонтеры, верхолазы проводят завершающие работы по замене проводов на высоковольтной линии Ачугара. Опускают старые провода и поднимают новые, натягивают, регулируют уровень провеса. Мы находимся на трассе воздушной линии Ачугара. Да, этот участок, пролет от опоры номер 7 до опоры номер 8. Проводятся работы, как все знают, по замене провода на этой линии. И вот у нас остался именно один участок, где нужно заменить, то есть демонтировать старый и подвесить новый провод. И сегодня проводятся работы, будут завершены сегодня. Сегодня, если не успеем, завтра точно. И провод на всем протяжении трассы будет заменен. То есть старый провод демонтирован и подвешен новый провод. Стоит отметить, что были проведены работы по установке дополнительных опор. Нами были установлены, где были такие большие длинные пролеты, 4 дополнительные опоры. 3 одностоечные, 1 портального типа, это в селе Бедья. И, в общем, сегодня-завтра завершаем, и провод будет уже полностью заменен и подвешен на нашей линии. То есть дальше остаются работы по уже замене грозозащитного троса. У нас 2 цепи висит, потому что опоры такого типа, 2 цепи грозотроса. Но эти работы, вот, по завершению этих работ, нужно будет подготовиться, завести необходимое оборудование, материалы, барабаны, приспособления. И после этого мы приступим уже к замене грозотроса. А эти работы полностью когда будут завершены? Работы по грозотросу, там большой объем работ. При хорошей погоде, то есть около месяца. Линия Ачугара идет от Перепадной ГЭС до Творчалской ГРЭС. Она была построена в 1958 году. Срок ее службы давно истек. Сейчас ремонтные работы по замене проводов, которые были начаты в октябре 2022 года, идут к завершению. В эксплуатацию, ведется через месяц, То есть, возможно, будет ее уже ставить под напряжение. То есть, когда все работы будут завершены, мы должны провести тестирование, то есть пробное опробование линии и дать максимальную нагрузку, которую должен этот провод выдерживать, обойти всю линию и посмотреть, то есть протестировать, как она себя повела, где возможно где-то появятся провесы выше критических или нет. И вот несколько дней тестирования, а потом уже будет решение уже принято об окончательном завершении работ и возможности ввода в эксплуатацию. По словам специалистов, после завершения ремонтных работ пропускная способность ВЛ Ачугара увеличится на 80 мегаватт, что существенно снизит риск возникновения аварий. Мы не могли в пике грузить Ачугару выше 260 мегаватт. То есть дальнейшая загрузка могла привести к авариям. И поэтому было принято решение о замене провода, именно на провод этого типа, потому что он легче, и нужно было учитывать состояние опор, чтобы дополнительную нагрузку не давать на опору. Поэтому этот провод, было принято решение подвесить этот провод. Если провод, пропускная способность АСУ-300 725 ампер, то пропускная способность нового провода 1000 ампер. То есть на 80 мегаватт пропускная способность увеличится этой линии. То есть при наличии генерации, при наличии мощности, то мы спокойно именно по этой линии можем передавать мощность до 340 мегаватт. То есть вот уже аварии на линии Ачугара из-за перегруза нивелируются. То есть они сходят на нет. Если говорить про введенный график отключения электроэнергии, то это связано с высоким потреблением и критическим понижением уровня воды в Джварском водохранилище. Последние 2 года наблюдается высокий рост, ненормальный рост потребления в Республике Абхазия. Нужно усилить контроль за потреблением, то есть учет усилить.
и стараться незаконных потребителей отключать. Ограничения на подачу электроэнергии введены, чтобы сохранить работоспособность Ингургэс и Перепадной. Такой режим сохранится до повышения уровня воды в Джварском водохранилище. Лаура Капш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.